В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе, в студии Руслан Валиев, и у нас сегодня интервью с временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радием Хабировым. Здравствуйте, Ради Фаритович. Добрый день, добрый день. Сообщаю нашим слушателям, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире, поэтому вы можете присоединяться к нашей трансляции в Фейсбуке и на Ютубе, а также присылать вопросы Радию Хабирову с помощью номера для СМС-сообщений и сообщений в Телеграме +7 927 304 1051. При этом, пожалуйста, не забывайте подписываться, и сразу скажу, что вопросы, которые мы не успеем задать, мы передадим, наверное, после окончания эфира. Ну, первый вопрос будет такой. Скажите, где легче, где понятнее работается? В Красногорске, где вы проработали 2 года в качестве руководителя муниципалитета, или в Башкортостане? Вы знаете, все-таки в Красногорске для меня был первый опыт муниципальной работы. И там я всегда говорю, как и мне никогда не давали курсы молодого бойца, я никому не даю. И я вот только начал работать, проводил какие-то совещания по ЖКХ, по строительным делам, и мои коллеги сыпали аббревиатурами, которых я просто не понимал. То есть это был довольно сложный начальный некий период, потому что действительно нужно было вникать во многие те вещи, которые ранее были неведомы. Конечно, сложнее в республике, потому что и масштабы другие, и ответственность другая. Все-таки вот в Красногорске, знаете, эта работа такая, сугубо хозяйская. А все-таки в республике очень много вопросов. Есть и политические вопросы, есть и социальные вопросы. Поэтому здесь, конечно, гораздо более высокий уровень ответственности. Поэтому здесь сложнее работать. А вот каково ваше мнение? Вообще вопрос много лет находится в разряде дискуссионных. Главы муниципалитетов должны ли выбираться на всеобщих выборах? Или все-таки нынешняя система более правильная, на ваш взгляд? Вы знаете, вот я по некоторым вещам придерживаюсь вот тех картинок, которые я сам лично видел. И они сформировали, наверное, мою политическую позицию, политическую мое мировоззрение. Я ведь все-таки был свидетелем, когда главы напрямую избирались. Но ведь это было не в Башкирии. В Башкирии такого не было. Нет, я рассказываю про Россию. Я работал на Старой площади как раз тогда. И вот по нескольким главам, я помню, я курировал не региональную политику, я курировал немножко другое, но тем не менее мы всегда пересекались с коллегами. Помню, в розыске находилось несколько глав крупных городов. И была парадоксальная ситуация, что мы не могли назначить туда глав, потому что они были все народно избранные, но по тем или иным, соответственно, преступлениям кто-то в бегах за границей был, кто-то вообще исчезал. Поэтому вот такая парадоксальная история была. Более того, наверное, вы знаете, мне сложно говорить, ведь вот любая система выборов — это такой, должен быть очень пластичный процесс. То есть он должен отвечать тому уровню развития цивилизованности или того уровня развития того или иного города, страны, региона. Поэтому, мне кажется, сейчас это довольно адекватная история, потому что она, с одной стороны, предполагает взаимодействие глав с главой региона. А вот вы себе можете представить, ну какой может быть, вот если взять Республику Башкортостан, то у нас самодостаточными являются там 3-4 сельских поселения и город Уфа. Самодостаточным в смысле ресурсов? Ресурсов, конечно. Все остальное — это за счет перераспределения ресурсов, которые платятся из бюджета республики, из бюджета Российской Федерации. Именно поэтому вполне справедливо, наверное, при тех или иных поступках, решениях все-таки главы бы вектор своего развития, своей территории связывали в том числе с видением республиканским. А баланс полномочий между муниципалитетами и региональной властью, вот на ваш взгляд, он сегодня верный или стоит перераспределить в ту или иную сторону? А вот это самый сложный процесс. Знаете, я вам не скажу, вот точного диагноза у меня пока нет. Я вот только сейчас работаю, но я точно знаю, что вот вы знаете, я проходил школу в Красногорске и сейчас. За некоторыми вещами я просто наблюдаю и нахожусь, скажем так, в стадии осмысления. Например, вот такая интересная история. Вот мы сейчас решаем проблему обманутых дольщиков. У нас их в нашей республике, в реестре у нас 2900, а так реальных, которые не в реестре, это порядка от 7500-7800 человек. Представляете? Это самая большая цифра в Приволжском округе. Это такое тяжелое наследие, которое мы решаем и решим. Но что происходит? Они-то все появились не на Луне, они появились конкретно
после решения главы муниципалитета, который выдавал разрешение на строительство. Вот в Иглинском районе предшественникам нынешнего главы были выданы разрешения на строительство, которые ни в какие рамки не годятся. То есть там дома строились без коммуникации. Вот сейчас там стоят дома, например, просто нет коммуникации. В нормальной ситуации этого быть не должно. Поэтому вот у меня была в начале моей работы, я думал, одной из мер борьбы с этим будет то, что я все-таки перераспределяю опять полномочия в пользу республиканского правительства, заберу у муниципалитетов. Потом я понял, что это тоже неправильно. Все-таки все время забирая полномочия глав муниципалитетов, их все время забираем, мы их все-таки оставляем, знаете, некими совсем уже номинальными людьми. А философия от моего управления, для меня глава администрации — это мой главный соратник, это главный мой опорник, и поэтому я все-таки здесь сторонник, наверное, побольше у них должно быть полномочий. Какие, как и что, пока не знаю. Смотрите, между тем, прерогатива назначать и увольнять глав администрации, она, в общем, за депутатами стоит, да? Но вот совсем недавно был случай по поводу главы Ленинского района Уфы. В общем, вы, присущей вам манере, так довольно эмоционально высказались, что не хотите с ним работать. Вот, может быть, тогда стоит изменить законодательство муниципальное, да, чтобы напрямую глава региона мог решать эти вопросы? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот вы же сами сказали слово «баланс». Мне кажется, здесь... вот тот самый баланс должен быть. Вот вы знаете, я, может быть, немножко агрессивно это говорю. Я каждый раз, некоторые меня даже критикуют, что я излишне агрессивен. Но я как-то сказал, что я агрессивен в отношении к тех, кто разгильдяйничает или некомпетентен. Потому что от того, как они работают, страдают люди. И вот в данной ситуации, ведь я Ульфату Мансуровичу не сказал, уберите его. Я сказал, я с ним работать не буду. Поэтому у Ульфата Мансуровича был выбор оставить его. Но при этом я сказал, что республиканский орган не будет работать с этим человеком. Это мое право. И мне кажется, здесь вот как раз ровно тот самый баланс. Решение все-таки должен глава муниципалитета принимать. Многие решения глава муниципалитета должен принимать. Между тем, да, вот мы неоднократно действительно слышали от вас такую формулировку, что вот вы не хотите работать с тем или иным человеком по понятным, наверное, причинам. Среди них были в том числе и чиновники республиканских ведомств федерального уровня, да, например, Роспотребнадзор. Но, в общем, дальше никаких решений. Вот здесь не чувствуете ли вы, что есть некая нехватка полномочий, опять же, в балансе между регионами и федеральным центром уже? Вы знаете... Меня пока, скажем так, наверное, вот если переводить в идеальную шкалу, наверное, нам бы дать больше полномочий. Но у меня лично по себе, и, видимо, учитывая все-таки мой определенный опыт работы на Старой площади, и, наверное, определенная, скажем, известность, что ли, мне довольно комфортно выстраивать отношения с каждой территориальной федеральной структурой, которая у нас работает. Это тоже поиск балансов. Помните, одно время это все-таки тоже было, командирами были только главы регионов, потом сейчас у нас появилось много территориальных структур, федеральных органов. Но, вы знаете, именно реагируя на эту ситуацию, и был принят указ президента в 2015 году, если я не ошибаюсь, который дает мне право координировать. И, собственно, чем я занимаюсь довольно регулярно в рамках коалиционного совещания, где мы, в том числе, обсуждаем все вопросы. Поэтому... а кадровая политика, да, бывает, на мой взгляд, ведь я тоже принимаю некоторые кадровые решения, которые, на мой взгляд, не самые лучшие. Мы их исправляем. То есть ошибки могут быть, и, в принципе, ничего страшного? Вы знаете, ошибки у всех бывают. Ошибки бывают и у журналистов Москвы, ошибки бывают у меня, ошибки бывают у федеральных структур. Это нормальный процесс. А по поводу бюджетного распределения, да, вот если с полномочиями более-менее понятно, насколько вот все правильно сейчас? Не стоит ли пересмотреть в пользу регионов? Опять же, многие об этом говорят. Да вы знаете, сейчас особенно в рамках того, что вся страна занимается реализацией национальных проектов, а это огромные деньги, которые идут напрямую из федерального центра нам, я меньше всего сейчас склонен говорить о перераспределении полномочий. Меня во многом это устраивает, потому что меня сейчас больше волнует другое, не то, как перераспределение полномочий, а первое, как нам выполнить все необходимые формальные процедуры, как провести все конкурсные процедуры, чтобы все те деньги, которые идут по нас проектам, к нам поступили, мы их реализовали. А это, поверьте, очень большие деньги, и это довольно сложный, тяжелый процесс. Вот не слишком ли все сложно и зарегулировано в этом смысле? Может быть, где-то есть смысл как-то упрощать?
Ну, наверное, знаете, ведь совершенства нет предела, вполне допускаю, что где-то нужно оптимизировать. Но вот я со всей уверенностью могу сказать, вот где бы точно надо было оптимизировать, и все главы регионов это говорят на каждой встрече с высшим руководством страны и в ходе обсуждений в правительстве России, это, конечно, наши все законодательные процедуры, отношения конкурентных процедур. Это 44-й закон, 214-й. Ну, знаете, как-то кто-то пошутил, если бы в 45-м году был 44-й закон, то страна бы с колен после Великой Отечественной войны не стала, потому что нужно было принимать быстрое решение, нужно было быстро строить и так далее. А у нас некоторые стройки очень важные, очень нужные, которые ждет республика, ждет люди, из-за всевозможных конкурсных процедур просто откладывается не на месяц, не на 2, не на полгода, а на несколько лет. Понимаете? Поэтому вот эту бы часть стоит подрегулировать, а все остальное это управленческие моменты. Вот между тем, в регионах часто эти разговоры возникают, да, особенно среди политиков, ну, скажем, оппозиционной наклонности. Вот известный критик нынешнего распределения полномочий между центрами и регионами Айрат Дильмухаметов, между тем, последствием. Вы как-то пытались разобраться, что происходит, что это за дело, почему оно возникло, и почему его обвиняют в этом? Ну, вы знаете, нет, конечно, потому что я всегда живу по принципу заниматься тем, чем я должен заниматься. Вот если бы я был прокурором, или если бы я был следователем, а если бы еще более того был судьей, я бы, конечно, очень предметно и скрупулезно занимался. Все остальное, мне кажется, это уже все-таки предмет правоохранительных структур. Но если говорить о нем, то меня всегда пугала его такая излишне жесткая риторика. И риторика, которая... Вот вы знаете, как устроен? Вот, это действительно мое внутреннее кредо и убеждение. Вот самое главное, в моем понимании, что есть в нашей республике, это дружба народов. Вот как ни странно вам покажется, да, потому что она является основой вообще для всего, в том числе для экономики, для того, чтобы мы жили богато. И все то, и все те, которые посягают на это, для меня становятся моими. Для меня это лично вендетта может произойти. Но к этой от нашей истории я отношения, поверьте, не имею. И я перед Всевышним здесь абсолютно чистый, не имею я к этому отношения. Ну, то есть не важно, да, что он сам заявлял себя вашим оппонентом, планировал на выборы идти? Да вы знаете, ну, как вам сказать, вот это... А вот мы должны что, обращать внимание на любых людей, которые, вот завтра Вася Иванов проснулся и говорит, я вот оппонент Папы Римского, да, и я вот становлюсь главным, значит, папой христианского мира. Ну, ведь на него же не обращают внимания. Почему я должен обращать внимание на каждого человека? Пожалуйста, это свободная страна, и каждый может, но для этого есть процедуры. Почему-то очень часто люди не идут на процедуры. Они знают, что они тяжелые, но так жизнь устроена. Та политическая сила, которая завоевывает власть, она выстраивает те процедуры, которые она считает нужным. Вот, поэтому я бы даже, вот, еще раз говорю, если я этим буду заниматься и обращать внимание на тех, кто вот выдвинулся оппонентами, комментировать их, ну тогда, вы знаете, я все-таки для другого здесь сижу. Ну вот и радиослушатели нам пишут, и у меня вопрос был заготовлен. Вот ваше мнение, ваше отношение к общественной организации Всемирный Курултай Башкир, да, под эгидой которой в том числе состоялся 5-й Всемирный Курултай Башкир в Уфе. Насколько актуальна деятельность подобных организаций, конкретно этой организации в нынешних реалиях, насколько это полезно? И как руководство региона взаимодействует с этой организацией, с подобными организациями? Вот совсем откровенно скажу. Вот вы знаете, очень часто в предыдущие годы в истории нашей страны всевозможные организации, которые объединяли как бы тот или иной национальный этнос, очень часто используются в том числе для политических целей. Вот для меня, опять же, я выше сказал о своем политическом видении, использование каких-либо националистических или национальных организаций в политических целях недопустимо. Вот недопустимо, я никогда этим не буду. Это был повод раньше эти вещи использовать, чтобы, значит, укрепить свою политическую, значит, власть здесь.
чтобы показать, насколько ты поддерживаем народом. Вы же обратили внимание, вот я, сколько, 9 месяцев, по-моему, работаю, я не предпринял ни одной попытки для того, чтобы сформировать что-то под себя. Как вы понимаете, все-таки при моих властных полномочиях я мог сбить уже вокруг себя там 10 таких организаций. Я этого не делал и делать не буду. То есть аналог нашим, да, федеральным, например? Я мог, да, сбить и сказать, вот они, вот эти настоящие, а те не настоящие, да, помните, как вот король не настоящий. Поэтому я этого делать не буду, для меня это просто неприемлемо. Поэтому тогда, когда организации все-таки лезут в политику, вот подчеркиваю, там, опираясь на национальность, я не буду этим заниматься, не позволю никому. В то же время Курултай-Башкир, ну как это? Это, конечно, важная организация. Это все-таки единственная организация, скажем так, которая объединяет по принципу всех башкирцев всего мира. Это вот сам шанс. И вот у нас действительно Курултай прошел недавно, если вы о нем. Я считаю, что я сделал самое главное, об этом почему-то не говорят. Впервые, наверное, за всю историю проведения Курултаев мы обсуждали не политические вопросы. У нас что, вот знаете, был момент, по-моему, я не знаю, на Курултае обсуждали или где, там назвать человека, главу республики, президентом или не президентом. А вот мне кажется, гораздо важнее другое. Мне кажется, гораздо важнее подумать о том, как, чтобы те же башкиры и другие национальности жили, значит, в мире и в богатстве, чтобы сохранить культуру, сохранить язык. Но для этого существуют вполне такие цивилизованные процедуры. Поэтому я лично доволен этим Курултаем, потому что я доволен теми кадровыми решениями, которые он принял, потому что во главе Курултая сейчас у нас исполком Курултая очень здравомыслящий человек. Я очень надеюсь, что она вот многое сделает и очень энергично, что самое главное. Конечно, я на них буду опираться в своей вот политике национальной, в своей в политике в целом. Вот между тем вы невольно, получается, или вольно, да, упомянули активистов движения Башкор, да, которые, соответственно, не смогли попасть на заседание Всемирного Курултая Башкир. Возможно, знаете, я их не вспоминал. Ну, как бы к этому мы подошли, то есть это о том, что да, есть люди, которые, соответственно, мнение которых, вот на ваш взгляд, получается, ну, не стоит даже озвучивать. Вот неужели это вот так важно, да? Может быть, все-таки стоило бы дать право слова выступить? Вот просто был скандал определенный вокруг этого Курултая, людей выводили из зала. Ну, вот вы знаете... То есть одно дело поддержать, другое дело так высказаться. Вот сейчас дверь откроется, например, и зайдет какой-то человек, возьмет микрофон, сядет со мной. Вы на это нормально отреагируете? Ну, наверное, нет. У нас для этого вот вы знаете, есть у нас формат. тоже, поэтому любой общественной организации есть свои правила. Когда человек является и является делегатом. Это же тоже, знаете, эти люди не появились там, руку подняли, я пришел, зашел. Это довольно серьезные процедуры. Они сопровождались скандалами, и это нормально. Понимаете? Они сопровождали скандалем. Кто-то выбирал, кто-то отменял. По новой проводили собрания, но, наконец, мандатная комиссия приняла решение вот эти делегаты. И когда туда пробираются люди, вы же сами говорите, не согласны, когда к вам зайдут. И там тоже люди были не согласны. Совершенно справедливо вывели. Поэтому это не вопрос не давать кому-то слово. Как это не давать? Если вы о них говорите, то они, по-моему, довольно регулярно освещают свою деятельность. Они в интернете, еще где-то. Да, и у них подписчиков там чуть ли не 60 тысяч. То есть много людей, которые разделяют точку зрения. Вот вы знаете, я здесь не эксперт. И я не на это ориентируюсь по количеству подписчиков. Знаете, у меня их тоже, по-моему, под миллион подписчиков. Я же не считаю, что это вот прямо сейчас эти люди, которые умрут за меня. Поэтому здесь я считаю, что все правильно. Вот Башинформ, да, закругляя эту тему, он приводил вашу цитату, где вы все-таки оцениваете этих людей как шовинистов и даже расистами, да, их называете. То есть вот это действительно выверенная позиция? Это выверенная абсолютно позиция. Вы знаете, когда были факты, назначали там на должность директора школы или гимназии татарина, и вот эта организация начинала, значит, шуметь по поводу того, что обижают башкир, или когда за дело увольняли башкира, и они тут же это наносили к этому политический окрас, ну, конечно. А как с этим быть? Только беспощадно? Нет. У нас, мне кажется, мы должны создать вот ту историю, как раз одинаковые правила игры, когда все прекрасно понимают, что неважно с какого-то района, там у тебя общие правила.
ты, если хороший руководитель или честный, порядочный, там, эффективный управленец, тебя назначат. А вот превращать это все-таки такое, знаете, политическое лоббирование со стороны национальной организации, я с этим не согласен. Поэтому так. Вот выступая перед подчиненными, да, вы зачастую призываете... Я, кстати, вот хотел сказать, ну, вы же тоже должны понимать, вот вы говорите, был скандал на Курултае, а вы, ну, как-то не интересовались, а кто кричал-то вот, со сцены? А я вам скажу, дважды судимый за разбой. Дважды судимый, привлеченный к уголовной ответственности за разбойное нападение. Ну, как понятно, вы думаете, мог он быть депутатом Курултая нашего? Мог ли он быть делегатом, вы имеете в Да. виду, утвержденным? Ну, он утверждает, что он был избран заранее, Ну, в вот, районе. ну, наверное. Это его позиция. Общаясь с подчиненными, вы говорите им, что нужно с людьми чаще общаться, нужно слушать, слышать людей, в том числе через социальные сети, ну так или иначе вступать в диалог. И вот какой вопрос. Среди разных форматов общения власти и людей существует формат мирных митингов или шествий, как один из способов некого диалога. Между тем у нас в республике, вот, скажем так, окно возможностей для такого изъявления граждан, волеизъявления граждан сужается. Да? Новые поправки были приняты Курултаем. Вот почему, по сути, власть ограничивает эту возможность? Вот такой формы диалога. Во-первых, знаете как, власть, во-первых, не может ограничивать те возможности, которые в Конституции установлены. Каждый, помните, у нас там написано в Конституции, что каждый имеет мирно свое высказывание. 31 статья есть. Да, совершенно верно. Для того, чтобы вот нам обеспечить вот это самое мирное, а все-таки когда собираются тысячи людей и безопасно, соответственно, Курултай вот такое решение принял. Оно ведь касается чего? Оно, ну, если есть требования, соответственно, на проведение митинга обеспечить автомобиль скорой помощи, ну, что же с этим не согласиться? Или рамки не установить? Но мы все-таки живем, знаете, в такой настороженной ситуации. И посмотрите, что в мире творится. Поэтому я бы здесь, я считаю, что эти все мероприятия, они как раз и направлены совсем не на ограничения. Ограничения, это знаете, когда? Когда ты подаешь, а тебе не дают митинг провести. Да проводите митинг, пожалуйста. У нас есть для этого специально отведенные места. Только же, понимаете, не любят подавать туда. Это же... Я просто это очень хорошо знаю, еще как бы по своему прошлому политическому периоду работы. Не хочется подавать митинг там, где есть, потому что туда не придут. И не хайпанут они там, понимаете? Придут 50 человек, постоят, на них никто не обращает внимания, 50-то еще, ладно, придут. Поэтому всевозможные пытаются такую мимикрию проводить для того, чтобы... ну, скажем так, хайпануть даже на такой позиции власти к проведению митингов. Все же по-разному подходят, а я по натуре законник. И моя всегда позиция, она тоже такая довольно тяжело несгибаемая. Все проводить по закону. Митинг по закону. В местах по закону. Во время по закону. Требования по закону. Мне кажется, это правильно. Ну, насчет того, что по закону, наверное, не вызывает сомнений, но наши общественники жалуются, что даже когда они подают на место, выделенное по закону, зачастую находятся какие-то лазейки, уловки со стороны муниципальных тех же властей, да, которые все равно не согласовывают акции. И, опять же, в этом законе в данном случае указали природные объекты, да, и многие думают, что это касается непосредственно шиханов, где могут быть потенциально. Нет. Ну, там же не написано, вот, насколько я знаю в этом, я вот вам честное слово скажу, я не читал дословно этот закон. Значит, там, во-первых, нету указания шиханов, там в целом природные объекты, потому что, ну, во-первых, природные объекты, это и правильно, потому что, знаете, когда собирается там 50 человек, где-то около шихана, пусть того же самого, значит, Дастрахана достают, значит, шашлыки жарят там, сидят, кушают, выпивают, ну а как вы с этим? У нас и противопожарная ситуация, и прочее. Так ведь Сабантуй на днях прошел, Таратау Еяна и ничего. Сабантуй мы правильно по закону все провели. И потом все-таки, понимаете... Дело в том, что у нас сейчас перерыв, мы вынуждены прерываться. Хорошо. Я напомню, что в гостях нашей студии Ради Хабиров. Мы вернемся в студию после новостей, далеко не уходите.
11:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Министр обороны Ирана обвинил Великобританию в пиратстве. Амир Хатами заявил, что Тегеран не будет мириться с захватом танкера с нефтью берегов Гибралтара. Он подчеркнул, что это противоречит международным правилам, передает агентство Мехр. Танкер был задержан в четверг. Власти Гибралтара сообщили, что судно перевозило нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС. Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа лидируют в рейтинге регионов с самыми высокими доходами населения. Об этом сообщает РИА со ссылкой на проведенные исследования. При этом жители Тувы и Ингушетии находятся за чертой крайней бедности. В Совете Федерации поддержали идею разрешить женщинам работать дальнобойщиками и машинистами метро. Об этом сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на сенатора Татьяну Кусайко. По ее словам, бесспорно, что перечень запрещенных профессий для женщин требует пересмотра, поскольку условия труда изменились. С инициативой ранее выступил Минтруд. Рэпер L1 подал в суд на компанию Black Star и ее владельца рэпера Тимати. Как сообщает телеканал «Дождь», рассматривать дело будет Мещанский суд Москвы. Дата первого заседания пока не назначена. Музыкант Ливан Горози, известный как L1, покинул Black Star в марте, а в июне пожаловался на то, что продюсерская компания пытается отнять у него имя, написанное им песни и возможность выступать. Ранее аналогичные проблемы возникли у Егора Крида. По данным СМИ, торговый знак «Крид» выкупил у Тимати за 250 миллионов рублей миллиардер Борис Ротенберг, напоминает «Дождь». Курс турецкой лиры после открытия торгов упал на 3% на фоне увольнения главы Центробанка. Мурат Четинкая был отправлен в отставку в субботу указом президента за год до окончания своего срока. Это увольнение усилило беспокойство по поводу независимости Центробанка Турции, отмечает британская газета Financial Times. Президент Эрдоган неоднократно критиковал Центробанк за высокие процентные ставки. Сейчас ключевая ставка в Турции составляет 24% из-за борьбы с инфляцией. О погоде в Москве сейчас 19 градусов, в течение дня 21-23, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Завтра днем также возможны небольшие дожди, синоптики обещают 20-22 градуса днем. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Отель «Уралтау», расположенный в тихом центре города, на Гоголя 72, предоставляет конференц-зал для проведения семинаров, конференций, бизнес-совещаний. Помещение полностью оборудовано. Возможно организовать кофе-брейк, бизнес-ланч и фуршет. При необходимости гости могут остановиться в уютных номерах нашего отеля. Подробности по телефону 281 11. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» представляет. Продолжаем интервью с Радием Хабировым в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Я на всякий случай напомню номер для смс-сообщений +7 927 304 10 51. Очень много вопросов поступает. Прямо вот не обещаю, конечно, что мы их все зададим, но к чему-то, каким-то из них мы обратимся. Давая интервью «Ведомостям», Ради Фаритович, вы как-то вот сказали такую вещь. Когда мы подводили итоги внешнеэкономической деятельности, я сказал людям, что это дно. И сейчас понимаю, что через год должен буду подводить итоги, и если все будет плохо, то мне придется сказать, что я это дно пробил. Конец цитаты. В экономике у нас в республике реально все плохо. Вот почему такие выводы у вас тогда возникли, и какой из этого выход? Я так не говорил. Во-первых, что в экономике у нас плохо. Если вы послушаете все мои выступления, и более того, это мое внутреннее, в экономике у нас все как раз-то и неплохо. У нас плохо в некоторых, так
скажем так, аспектах функционирования экономики, в некоторых структурах экономики и так далее. И причем довольно сложная проблема. Но вот простая проблема, вот о чем. Кстати, внешнеторговый оборот — это реально сложная проблема. Я надеюсь, мне не придется сказать, что я пробил дно, но я, когда это говорил, я понимал, что врать-то я не буду, и осенью, а первые полугодия-то мы, знаете, как пришли? Мы еще хуже. Поэтому меня это очень сильно смущает. Но тут еще это не только фактическая ситуация объясняет. И вы знаете, многие же процессы, заложенные ранее, они сейчас давать начнут тот или иной положительный или отрицательный момент. А это еще структура статотчетности у многих крупных предприятий, поэтому я надеюсь, мы дно не пробьем. Хотя, знаете, мы просто над этим сильно работаем. Второе, что самое, наверное, вот, что пугало. Самое страшное, что в нашей республике в экономике, это все-таки низкие зарплаты. Они растут у нас потихонечку, да, но по сравнению с многими регионами у нас довольно низкие зарплаты. Вот по сравнению, если взять, там, по сравнению даже по России. А это является следствием чего? Это является все-таки особенностью, или это важнейший показатель состояния экономики. Это важнейший показатель состояния с инвестициями. И у нас в этой части последние 2-3 года инвестиции падали. Они просто падали. Мы первое полугодие сейчас закончили 104,3%. Впервые, да, по отношению к прошлым, позапрошлым годам. Поэтому вот я лично считаю, что, понимаете, ведь каждый в своем деле мастер. Я точно знаю, что я никогда не смогу, это не мое, там, создать крупное предприятие. Ну, нет у меня таких навыков, да. Но есть люди, которые могут их создавать. Есть крупные предприниматели, малые предприниматели, средние, которые умеют это и которые должны инвестировать, которые должны создавать рабочие места и которые, соответственно, должны... А рабочие места, вот, когда вся экономика работает, она объективно приведет и к росту заработной платы. Поэтому в этом самая главная проблема. И когда я говорил о обороте, я там даже больше... говорил, наверное, в контексте того, что, ведь, вы знаете, вообще в целом, конечно, международная конъюнктура привела к тому, что у нас все меньше и меньше иностранных инвестиций, но надо с этим работать, поэтому мы и работаем. Ну, то есть вы видите, что есть свет в конце туннеля, или все-таки сложно с этим реально? Нет, я вижу свет. Вы знаете, меня очень порадовали цифры по первому полугодию, вот я вам то, что назвал, цифры, индекс промышленного производства, и налоговая у нас база довольно активно развивается, почти плюсом 15% мы идем. Поэтому первое полугодие в части экономики меня порадовало. И я надеюсь, что в том числе это ряд и тех наших шагов, которые мы предпринимаем. Немного темы выборов предстоящих хотелось бы затронуть. Наверняка вы знаете, что многие временно исполняющие глав регионов идут самовыдвиженцами. Этот выбор вообще идти самовыдвиженцем или идти от партии перед вами стоял? Ну, разумеется, каждый глава субъекта, каждый временно исполняющий или каждый желающий сам выбирает, это же его право, либо через партию, либо... У меня, если вы спрашиваете, внутренне стоял или нет, да, прежде всего, наверное, вы это имеете Конечно. в виду, да. Нет, он внутренне не стоял. Знаете, как вот... Я вообще не люблю конъюнктурщиков. И это была бы с моей стороны конъюнктура. С одной стороны, я член партии, там долгие годы в ней состою, значит, с этими ребятами на съездах встречаюсь. И я действительно говорю, что в самой этой партии, наверное, у партии, как у любой структуры, есть какие-то свои недостатки. Но я каждый раз говорю, партия это принимает на себя все эти решения. Она же не прикладывает никого, даже непопулярные решения. Почему она, кстати, потеряла популярность? Ну, она снизилась, по крайней мере, в последнее время. Вы знаете, все-таки я думаю, что те сложные решения, которые Единая Россия принимала, прежде всего в Думе, это вот, наверное, вот это все, я даже абсолютно в этом уверен, потому что партия пытается подстроиться, и мы вместе с ней пытаемся подстроиться под новую реальность. Тяжело это дается, но, знаете, у нас другого выхода нет. Мы должны быть сильными, эффективными. Вот, поэтому внутреннего у меня не было. Я для себя сразу принял решение, что я пойду через это. Да, это как говорят мне эксперты. Я сам в этом, кстати, не до конца там разобрался и нет желания разбираться. Как говорят эксперты, я потеряю какие-то проценты. Ну, ладно, потеряю.
Частота выборов, да, то, о чем часто говорят, это ответственность избирательной комиссии. Вот у нас был предыдущий состав Центра избиркома с предыдущим, скажем, председателем. Там определенные тоже скандалы происходили на выборах президента России, потом на выборах Курултая. Вы как-то следили за тем, что происходит вокруг Центра избиркома республики ранее? Угу. А вообще, как-то вот для вас это является важным, да, для того, чтобы обеспечить прозрачность, чистоту выборов, которые в сентябре? Конечно. Более того, я вам хочу сказать, ну, во-первых, для меня это носит просто даже такой прикладной и цинично прикладной характер, потому что, вот вы знаете, я сейчас изберусь там, дай бог, или не изберусь там с каким-то высоким или низким процентом, это одна история. Но если там избраться и за тобой шлейф идет скандалов, которые, кстати, будут преследовать тебя ровно до следующих выборов, и очень трудно будет потом отмыться, я очень хорошо это все понимаю. Поэтому у меня-то задача как раз, вот пусть они пройдут. А как быть с теми, кто на местах, как говорится, рад стараться, да? Там, это бить по голове. Бить по голове, что мы, собственно, и делаем. Что мы, собственно, и делаем, и будем делать, и так далее. Бить по голове. И по рукам. Другая тема. Хотелось бы успеть как можно больше этих тем затронуть. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях нашей студии Ради Хабиров, временно исполняющий обязанности главы региона. Строительство хосписа в Уфе. Вот руководитель благотворительного фонда «Изгилек» Рауф Арахимова сегодня пишет, что в правительстве считают, что строительство хосписа, по примеру Казани, неприемлемо для Республики Башкортостан и несет имиджевые потери. А вот совсем недавно вы как-то публично говорили, что хоспис нам нужен действительно городу. Почему так происходит? Где решение Вы знаете, проблемы? я вам честно скажу, я не знаю, какой хоспис в Казани, поэтому не могу комментировать. То, что хоспис нам нужен, это да, я и не меняю своей позиции. Я читал сегодня в СМИ, какая-то бурная дискуссия на эту тему разворачивается. Я посмотрю. Хоспис нужен. Я вообще сторонник много строить и много создавать материальной инфраструктуры для тех, кто в этом нуждается. Хосписы, все связано с социалкой, скажем так. Вы можете, ну, более-менее приблизительно хотя бы назвать срок, когда в Уфе хоспис все-таки появится? Понимаете, с учетом проектирования, с учетом строительства, с учетом всех процедур, ну, это 3 года. То есть 3 года, не да, раньше. Да. Один из крупных объектов, которые в республике много лет не могут достроить, это соборная мечеть Ар-Рахим. И, в общем, за последние месяцы в том числе ничего не сдвинулось, по крайней мере, визуально, да, со стороны. Вы как-то следите за этой проблемой? Обязательно. Более того, мы постоянно находимся в контакте и с Муртазой Габадуловичем Рахимом, и с фондом, который осуществляет финансирование. А, к сожалению, развитию строительства мешало внутренний конфликт в Духовном управлении мусульман Башкирии, Башкортостана. Там были разные точки зрения на развитие, там были довольно серьезные финансовые разногласия. Я, скажем так, опять подчеркну, что я не судья, не юрист, не прокурор. Там, как мне докладывали, постоянно имели факты довольно небрежного отношения с деньгами фонда, поэтому там был такой клубок проблем, который мы на данный момент разворошили. Это первое. Второе. Более того, договор пожертвования сейчас подписан. Более того, мы нашли уже с рядом крупных организаций вопросы продолжения финансирования. То есть новые меценаты будут? Ну, вы знаете, я не буду просто называть эти организации, но в частности с одной большой организацией мы договорились, они 100 миллионов готовы уже направлять. Поэтому это все так, конечно, мы будем строить, и, конечно, надо завершить строительство этой мечети. Это очень-очень важно на самом деле. Но подчеркиваю, что вот мы несколько месяцев распутывали сложный клубок человеческих, финансовых, коррупционных нитей. Нам это сейчас удалось. У нас есть понимание, у нас практически полный пакет документов, которые нам некоторые коллеги не хотели отдавать из бывшего окружения, бывшего руководства, к сожалению, ушедшего бывший руководитель Хазрата, да. Вот так. Понятно.
Вопрос от радиослушательницы. Хотелось бы оценку работы красногорской команды услышать вашу, которая перевелась в Башкирию практически в полном составе. Одно дело небольшой Красногорск, другое дело один из крупнейших регионов России. Оправдали ли себя ожидания от призыва сюда красногорского десанта? Ну, вот вы знаете, я попытаюсь сейчас вот в прямом эфире развенчать уж эту историю о каком-то красногорском десанте. Ну, давайте просто пальцы позагибаем. Вот с Красногорска, вот когда говорят красногорский десант, ну, разве можно вот Рейф Рамазанович назвать красногорским десантом, да? Это, наверное, башкирский десант. Так же, как и Ярослав Равкач и многих коллег. Просто те мои товарищи, мои соратники, я их называю, которые долгие годы со мной и которые по тем или иным профессиональным качествам могут тянуть то или иное направление работы, естественно, я их пригласил на работу. Красногорский десант — это несколько парней, которые были, по-моему, часть из них работала вот, в аппарате Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Вот это все, собственно. На руководящих должностях, ну, наверное, вы, если назвать Киреева Михаила Юрьевича Красногорским, ну, какой же он Красногорский, он Столитамакский, Красногорский поработал 1,5 года. Я просто знаю всех, я знаю сильные и слабые стороны, я никогда их не идеализирую, поэтому какие-то я даже кадровые перемещения делаю, это нормальный процесс. Знаете, вот разбрасываться кадрами легко, но где их найдешь, поэтому вот... Здесь главное, вот вы мне задали вопрос, у вас своя цель, а моя цель еще использовать, я же тоже здесь хочу какие-то смыслы до людей довести. Да нет никакой уж, чтобы ее назвали красногорской командой. Есть круг людей, с которыми я, подчеркиваю, еще задолго до Красногорска вместе работал и вместе прошел разные периоды в жизни. Еще один вопрос от радиослушателей. Австрия была одним из первых регионов, где Башкирия открыла зарубежное представительство. Почему именно там? Много разговоров о том, что в Австрии много башкирского капитала. Например, там живет сын первого президента Республики Урал Рахимов. Будет ли этот капитал возвращаться в регион? Давайте так. Там действительно много живет, наверное. Я, кстати, ни с кем из них практически не общаюсь, ну, со многими не знаком, а с некоторыми не общаюсь. Ну, наверное, там живет какое-то. А объяснение на самом деле невероятно простое. У нас на территории нашей республики работают 3 представителя крупного австрийского бизнеса. Это компания Palfinger, это Петер Кайндл, это известный Кронашпан, и это Лассесберг. На данный момент все, ну, 2 последних ведут активные инвестиционные программы. Мы с Лассесбергом сейчас очень активно работаем по второй очереди завода керамической плитки и производства сухих строительных смесей в Сибае. Это огромные инвестиции, довольно большие. Но как с ними не работать? Конечно, это первая история. Вторая история, это же еще традиционно была в свое время. Вот, вы знаете, всегда же проще вот, работать с теми, которые уже имеют о нас свое представление. Плюс у меня всегда было желание, я вот когда сам еще в Москве даже жил, я когда приезжал сюда, знаете, я в Москве уже чем был избалован, когда все-таки мне позволяла моя работа, там, если в субботу можно было сесть, взять в Прагу, например, поехать там в субботу, в воскресенье в Праге побыть, да. Здесь этого никогда не было. Почему? Потому что нету прямых рейсов. Это такая тяжелая проблема. Поэтому я на одну проблему нанизал другую. Все-таки Австрия интересный город, это, как я его называю, окно в Европу. Мы сделали прямые рейсы. Дальше для развития бизнеса нужно представительство. Мы открыли представительство. У нас целый ряд вузов с ними дружит. Поэтому я полагаю, что просто Австрия, знаете, это наиболее подготовленный, что ли, для нас партнер. Мы ведь сейчас работаем с другим партнером, начали. Точно так же спокойно, ритмично будем работать со Стамбулом, с Республикой Турция. И мы для себя наметили, уже раунд переговоров мы начали, это с Казахстаном. Казахстан и Узбекистан. У каждого свой интерес. Поэтому это вот, если бы у нас, понимаете, если бы у нас в Швейцарии или в Дании были 3 крупнейших предприятия, которые инвестируют, конечно, мы бы с них и начали, потому что один другой тянет.
Вот знаете, целый ряд вопросов приходит от разных людей, тут и по предпринимательству, и по социальным там бытовым вопросам, и в основном посыл какой? Вот вы на оперативных совещаниях, на инвест-часах в частности, да, ставите какие-то задачи, поручения, но в результате вот люди жалуются, что эти поручения вязнут, как у нас принято было и раньше, в волоките чиновников и так далее. Вот и здесь, наверное, я тоже от себя добавлю, что как бы вот в республике заработала в том числе система «Инцидент», но огромное количество сообщений, и они все, в общем, стекаются к вам. Понятно, что есть люди, которые их обрабатывают, но по факту получается ручной режим, да? То есть пока до вас не достучишься, люди работать не начинают, как правило. Вы как-то вот видите решение этого, или вот всегда будет так продолжаться, что каждый вопрос в ручном режиме через главу региона будет решаться? Вот вы знаете, ну, во-первых, все-таки вы знаете, я точно так же, как и любой, и вы, здравомыслящий человек, боюсь опуститься в ту ситуацию, когда только ударом кулака моего там или окрика грозного будет все решаться. Я этого очень не хочу. Это первое. Второе. Значит, мне все-таки кажется, ну, это понятно, мы далеки еще от идеала, но система инцидента работает. Все-таки, вы думаете, до меня доходят десятки тысяч? Да нет, до меня не доходят. Многие из десятков тысяч обращений, заявлений, жалоб, предложений, они находят свое конструктивное, позитивное решение. Может быть, мы об этом плохо говорим, но правда, где-то там, значит, воду пустили, где-то дорогу залатали, где-то там, значит, дерево спилили. Такие просто вещи. Где-то, значит, поправили очередь с врачами и так далее. Это очень большой пласт вопросов, которые, на мой взгляд, мы действительно начали решать. Это первое. Второе, ну, вот самое главное в управленческе, ведь вы знаете, самое главное, можно сколь угодно придумать новых поручений раздать, сколь угодно там быть талантливым там в творчестве, но если ты не сможешь, вот для меня это у меня такое, даже я не могу найти более точного слова, продавливать или дожимать свои решения, вот до глубины, как вы говорите, это будет неэффективно. Пока, да, в ручном режиме. Большая часть, ну не большая, а определенная часть в ручном режиме. Ну, ничего, пока сила же есть. Да, но пока вот видите, приходится глав администрации увольнять, чуть ли не пешком проходить там по микрорайону Сипайлова. Нормально, это нормально. Это нормально, я же тоже должен иногда смотреть. Понимаете, по Сипайлову это там тоже была интересная история. Мне просто, я привык, когда меня, если человек с первого раза слышит, я же там прошел один раз, мне это очень не понравилось. Я полагал, что меня услышали. Просто не услышали, поэтому кадровое решение. Вот. Это же все, ведь вот все иногда, может быть, забывают, вот у нас же наша работа называется служба. Понимаете, мы не военные, мы гражданские, но это служба. А в службе есть и подчинение, и беспрекословное выполнение, и ответственность за невыполнение. Это нормально. Ну вот, да, из этой же области вопрос. Вот запущена была программа ремонта подъездов, а в итоге пришлось уволить все руководство вот этого регионального фонда капремонта. Почему до такой вот меры приходится доходить, да? В процессе не видно, что что-то идет не так? Понимаете, вот я вам секрет открою, почему я такое решение принял. Оно для меня было, ну, знаете, для меня это был шок. Когда ко мне пришли и донесли, ну, не донесли, извините, а довели информацию о том, что, скажем так, на рынке строительных услуг продаются подряды на ремонт подъездов. Соответственно, не с дисконтом это называется, а с откатом 20-25%. То есть выиграли какие-то структуры, которые не делают подъезды, а которые тут же вытащили на рынок и собирают людей. Вот это меня, понимаете, здесь ситуация такая, это в том числе, кстати, благодаря нашим несовершенству конкурентных процедур, в том числе вот названным выше законом, но меня это просто в ярость привело, потому что, знаете, я считаю, что эта программа хорошая. Самое главное, мы просто взяли из бюджета и дали там почти миллиард денег под это, и на тебе этот миллиард денег, значит, торгуют как на привозе, значит, услугами. А это же к чему еще приводит? Может быть, там нету нарушения уголовного, но что привозит? Если кто-то выиграл на 25%, себе, значит, взял уже 25%, там 75%, значит, этот себе еще возьмет, а людям-то что останется, дойдет. И я понял, что вот здесь вот надо просто какие-то хирургические методы применять, чтобы этого, во-первых, не было и в будущем, и как-то выправлять ситуацию сейчас.
Мгм. Еще вот ряд вопросов от слушателей по поводу средних зарплат в системе образования и, соответственно, здравоохранения. Вот люди пишут, что на руки в итоге 15 тысяч, и напоминают, вот, что как-то у нас Минздрав, в частности, отчитывался, что средние зарплаты чуть ли не в 2 раза выше. То есть реальность отличается от отчетности. Вот вы обращаете внимание на такие вещи? Знаете, да, вот здесь вот эту работу надо проводить, вот как раз здесь, мне бы даже лучше, вот, если есть там фамилия заявителя, лучше вы мне потом дайте, потому что здесь очень часто нужно конкретно, вот, потому что тут, знаете, как вот средняя температура по больнице, знаете, да, вот здесь вот такие нюансы происходят, и надо в каждом конкретном случае разбираться, почему такое произошло. И, ну, и принимать, в том числе, там где-то подталкивать наших коллег. В целом, вот я же все-таки отвечаю за республиканское правительство, да, я в целом отвечаю за республику, и мне тоже вызывает удивление, когда мы полные лимиты, да, вводим, значит, полное бюджетное финансирование, там, исходя из средней вот такой зарплаты, которую мы тянем, а потом, получается, люди остаются без этого. Здесь надо в каждом конкретном случае предметно разбираться. Также по поводу вот, мусорной и транспортных реформ, которые у нас стартовали, по сути, при вас, ну, прежде всего, транспортные, да, и вот и у меня был вопрос, и люди пишут, критикуют, если честно, говорят, что и пазики с улиц не исчезли, и, в общем, со скрипом внедряются различные там единые карты оплаты и так далее. Вы как оцениваете сами? Я оцениваю правильно, у нас общество. А как же, люди должны нас критиковать. Тем не менее, я упрям и последователен. Пазики уйдут, вернее, уйдут не те, пазики тоже машины, да, уйдут пазики, которые, вот, на мой взгляд, с нарушением техники безопасности, вот, чудовищными вот этими баллонами. Я понимаю, что пусть продумают эти схемы. У нас уже идет обновление парка, значит, появляется довольно много машин по линии частных перевозчиков. Мы ждем сейчас приход к нам до осени порядка 450, что-то 350 малого среднего класса и большого класса 100 автобусов, то есть которые радикально изменят ситуацию. Хотите ли вы московскую модель внедрить вот целиком, если говорить по итогу, что будет впереди? То есть без маленьких маршруток, вот как в Москве? Нет, не хочу. Вот, знаете, я хочу как? Я не хочу убивать тот бизнес, я не хочу убивать частных перевозчиков. Во многих городах они создают свой ГУП и так далее, но это значит, что бизнес, соответственно, который долго работал, уходит. Нет, я как раз-то пытаюсь объяснить перевозчикам, что я готов, чтобы они работали. Своя доля будет у Башавтотранса, своя доля будет у них. Причем по справедливому будем смотреть, они самые вкусные заберут. Это первое. Второе. Но они будут только в одном случае, если они будут отвечать тем требованиям, которые мы им предъявляем. Мы ведь ничего плохого им не предъявляем. Я же не предъявляю им на майбахах ездить, да, или там на осликах кататься. Я им предъявляю конкретные требования. Это первое. Поэтому, отвечая на вопросы и на критику, спасибо за критику, тем не менее, подчеркиваю, не одна реформа, а это же реформа. Понимаете, это самая настоящая реформа. Это, значит, знаете, как... Мне тоже некоторые коллеги сказали: Аркадий Фаридович, может быть, вы зря взялись за транспорт в преддверии выборов, потому что это непростой и путь. Я сказал, ну вот чем быстрее начнем, тем быстрее разберемся. Слушайте, тут, значит, как я привел когда-то, значит, десятки лет здесь катались как хотели. Вот вспомните, пожалуйста, как это было. Катались как хотели, значит, не сотни, а тысячи пазиков, значит, абсолютно без документов, значит, кто как хотел, там, значит, я не знаю, где-то на привозе делили, наверное, маршруте, я это ломаю уже, понимаете? И при этом, опять же, я ломаю настолько деликатно, с уважением, каждый раз протягиваю руку дружбы этим перевозчикам. Скажите, у нас совсем немного времени. Сталкивались ли вы за последние месяцы вот с элементами показухи, да? Что вот вы явно видите, куда-то приезжаете и вот готовились к вашему приезду, там чинили дороги, красили заборы для того, чтобы порадоваться. Конечно. Как-то реагируете на это? Знаете, я к этому уже в некотором смысле ругаюсь, конечно, но философски отношусь, я каждый раз говорю, ну ладно, вот хоть я приехал, я приехал. Нет, конечно, на самом деле, я ведь... Понимаете, реагирую на это, я меняю маршруты, это первое. Второе, я езжу по тем объектам, которые коллеги на местах не закладываются, потому что, когда я делаю свой маршрут, есть моя программа, а есть программа для главы. Они отличаются. И, все-таки я
отвечая на вопрос, я реальную картину жизни очень хорошо вижу. То есть от меня ее не сложно скрыть. Могу сказать, что у нас сегодня улица Гоголя была приведена в порядок довольно неожиданно Вот видите, перед нашим приездом. Буквально на 10 секунд вопрос от Галимы Якупова. Будет ли ХК Салават Юлаев в сезоне 2020 года играть в финале КХЛ? Давайте зададим ХК Салават Юлаев. Но, вы знаете, вот я сторонник всегда ставить, конечно, мы хотим. И цель я буду команде ставить, мы будем перед началом сезона встречаться, конечно. Спасибо большое. Это был Ради Хабиров. До свидания. До свидания.